Здравствуйте! Говорим мы сегодня о плане мероприятий по экологическому просвещению населения и пропаганде бережного отношения к окружающей среде. В гостях у нас председатель Комитета Республики Ингушетия по экологии и природным ресурсам Магомед Бабхоев, Зара Шадиева, главный специалист отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования Республики Ингушетия, Амар Гитагазов, заместитель начальника отдела ЖКХ Минстроя Ингушетии, Сулейман Игиев, председатель Комитета молодежи, Адам Калиматов, общественник, Артур Нальгиев, заместитель председателя молодежного правительства Ингушетии. Здравствуйте. Расскажите о плане мероприятий на этот год. Разработанный план по экологическому просвещению и пропаганде бережного отношения к природе, по сути, является продолжением той работы, которая была проведена в прошлом году в этом направлении. И в прошлом году такой объем работы получилась объемной, насыщенной. Удалось задействовать все общественные объединения, все слои населения. В этом году план опять-таки разработан с большим акцентом на вовлечение населения в проблемы экологические, на решение этих экологических проблем. В плане задействованы большинство государственных органов наших, муниципальные органы власти, общественные объединения, также все. Хороший объем работы на комитете по делам молодежи, на Министерстве образования. И это мероприятия такие, как всевозможные конференции, круглые столы, акции экологические, целый ряд акций, в том числе и федеральных, которые уже по традиции республика занимает лидирующие места из года в год. И на региональном уровне экологические акции, в том числе по водным объектам, субботники. В общем, работа у нас получится не менее насыщенной, чем в год экологии. Была идея даже в этом году на региональном уровне продолжить год экологии официально, но вместе в связи с тем, что у нас федеральный год объявлен годом добровольца, и так как он не менее насыщен, отдельные мероприятия планируются, поэтому решено продолжить его в таком рабочем порядке. Скажите, а все, что было запланировано на год экологии, вы все успели сделать? План у нас выполнен и, можно сказать, перевыполнен даже. Ничего из 17-18 не перенесли? Нет, минимум на 150%, можно сказать, перевыполнен весь план. Скажите, а каким образом вы привлекаете население в работу вашего комитета? Население мы привлекаем во всех направлениях деятельности. Самое главное, при проведении экологических акций мы стараемся привлечь, уделяем внимание каждому жителю. Все акции объявляются у нас, размещаются призывы на всевозможных площадках и на телевидении, и с задействованием муниципальных органов власти, в том числе и в рамках экологического надзора. Также вот если поступает какое-то обращение по различным каналам связи, мы стараемся при проведении рейдовых проверок вот этих мероприятий привлекать этих жителей, обратившихся, чтобы они на месте уже видели, что принимается решение или как обстоят дела по вопросу их обращения. Скажите, а самое первое мероприятие, которое вы планируете провести в этом году, это какое? У нас уже начались конференции, такие мероприятия по планированию всей работы, по тем вопросам. Вот каждый орган, каждое общественное объединение, молодежное объединение, вот они закрепляют за собой вот определенный объем работы. И уже начинаются акции, в том числе и по линии Министерства образования. Уже должны начаться и экологические уроки в школах. Вот с этого начнем. Уже подойдя к сезону экологических акций, субботников, уже плавно эта работа перейдет уже в такие непосредственно на местах работу. Ну, что касается эко-уроков, это вопрос, наверное, к вам, Зара Идрисовна. Расскажите о том, в каких классах, в каких школах и с какой целью вы их проводите. Что касается охвата эко-уроков, мы планируем охватить всех учащихся с 1 по 11 класс. Значит, эко-уроки будут проходить совместно с комитетом. Уже разрабатывается план проведения. То есть в течение учебного года, значит, 18 и 19 мы планируем эти уроки проводить.
Что касается конкурса «Наш дом природы» среди дошкольников в Ингушетии, расскажите подробнее. Значит, есть такой конкурс, значит, в рамках реализации данного плана, который объявил председатель комитета, нами уже разработано положение, доведено до образовательных организаций, в частности, до дошкольных. Мероприятия будут проводиться на региональном уровне, это будет октябрь месяц, а пока будут проходить на районы, муниципальные туры, то есть уже работа ведется. А что из себя вообще представляет это? Значит, это конкурс, туда входят всяческие мероприятия, это акции, то есть объединяется под одним названием, но не классные мероприятия, классные часы, мероприятия на экологическую тему. То есть это может быть и театрализованное мероприятие, конкурс рисунков, плакатов. Раньше проводили? Нет, в этом году, именно этот конкурс в этом году у нас впервые, а вообще во всех общеобразовательных организациях, дошкольных, у нас есть целый раздел в планах воспитателей, учителей, в планах школы, который отводится внимание именно экологическому воспитанию. Это у нас как бы систематически проводится работа. Есть такой конкурс «Цветущая школа». Есть. В этом году этот конкурс объявлен тоже в рамках реализации данного плана. Значит, сюда входит... Значит, усилиями учащихся наших школ будут высажены цветы, молодые саженцы. То есть каждая школа в этом направлении уже А где они будут высаживать? У себя на территории своих школ, своих образовательных организаций. Это тоже, да, впервые? Да, это тоже впервые. Нет, это у нас было в прошлом году. Значит, была такая акция «Посади дерево». Начало было. Ну и в этом году мы уже как бы планируем уже не одно дерево посадить, а молодые саженцы будут высажены на территориях. На территории школ, да. Но учитывая, что это конкурс, наверное, кто-то будет лучше, кто-то будет, да. Лучшего, да? Ну, это будет сначала на муниципальном этапе, а потом уже мы, республиканский этап. Дети будут и награждены, и школы будут отмечены. А на какой стадии организация раздельного сбора отходов на территории Ингушетии? На сегодняшний день Минстроем Ингушетии разработана документация по отбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Данная документация находится на согласовании в прокуратуре. После получения положительного заключения с прокуратуры республики нами будет на сайте торгов выставлено объявление о том, что планируется отбор регионального оператора. И в рамках закона, после того, как будут поступать заявки, уже Минстрой будет отбирать регионального оператора, того, кто уже подходит согласно нашим утвержденным конкурсной документации. А оно нам нужно в республике? Оно нам нужно, и Минстрой России как бы... Ну что это даст нашей республике? Ну, согласно постановлению правительства Российской Федерации, все субъекты должны отобрать регионального оператора по обращению с твердо-коммунальными отходами. Согласно утвержденной территориальной схеме, он как бы является региональным оператором, и он занимается вывозом, перевозкой, захоронением и переработкой твердокоммунальных отходов. Я поясню, чтобы было более понятно. Дело в том, что в настоящее время на федеральном уровне идет реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами. Реформа заключается в том, что поэтапно эту всю систему, всю сферу привести к такой цивилизованной, выстроенной рабочей системе. И с каждым годом на федеральном законодательстве требования ужесточаются, в том числе к объектам размещения отходов, требования по условиям перевозки, в общем, в отношении всех участников этой системы. И на сегодняшний день вступили уже в силу изменения в федеральный закон, в соответствии с которым 1 января 2019 года все субъекты уже должны перейти на эту новую систему обращения с отходами. Она заключается в том, что весь оборот этих отходов, начиная от каждого источника образования отходов, это каждый житель республики, это каждое предприятие, частное, государство, независимо от форм собственности, весь цикл от источника образования отходов, весь путь, который эти отходы проходят, это объекты инфраструктуры по обращению с отходами и объекты по утилизации этих отходов, должен быть выстроен и запущен цикл
такой закрытый цикл обращения с отходами. И ко всем этим участникам предъявляются свои требования. Всей этой системой в каждом субъекте должен уже после того, как будет определен оператор, заведует вот это вот предприятие, частное предприятие, оператор по обращению с отходами. Он уже несет ответственность за оборот всех отходов. Дело в том, что вот эти вот твердые коммунальные отходы, они включены в услуги жилищно-коммунального хозяйства, и в том числе и по тарифам, и по иным вопросам. Поэтому это все будет регулироваться уже в рамках законодательства и жилищно-коммунального хозяйства. Сейчас есть определенные процедурные вопросы по срокам. Это объявление аукциона, размещение аукциона и проведение конкурса. Минстрой этим занимается. После того, как будет проведен этот конкурс, уже вступит в силу этот оператор. Скажите, как формируются ряды добровольцев и охотно ли в добровольцы идут граждане нашей республики? Смотря как призывать добровольцев. Смотря как им показать, как и преподнести для молодежи сегодня республики нашей, для старшеклассников школ, СУЗов, вузов, университетов, смотря как им показать, что такое добровольчество и чем мы будем заниматься. Все зависит от этого. Сегодня Комитетом по делам молодежи Республики Ингушетия проводится активная работа, уже она начата, уже идет успешно. Мы по СУЗам, вузам, университетам, колледжам, школы еще не охватили. В целом мы проводим такие лекции, то есть есть видео, фото, материалы, где мы молодежи показываем, чем вообще в целом занимается Комитет по делам молодежи, какие проекты у нас есть и в целом какая польза от нас, в целом как от органа, для республики и какое участие может сегодня тот или иной молодой человек принять участие в тех или иных наших мероприятиях. То есть стать частью этой республики и внести какой-то вклад лично свой для того или иного развития, да, направления, да, молодежной политики в целом и нашей республики. Расскажите, как привлекались добровольцы к благоустройству территории в прошлом году и вообще как вы информировали жителей Ингушетии о подобного рода акциях? Ну, в прошлом году и в этом году, в принципе, фактически одна и та же работа. Привлекаются они опять-таки образом, опять-таки, информирования. То есть это социальные сети, это официальные наши сайты, это опять-таки посещение тех или иных вузов, СУЗов нашей республики, школ о готовящихся нашим мероприятии, призываем молодежь. То есть наша цель такая, мы можем поступать, конечно, иначе. Мы можем просто собирать молодежь и быстренько вывозить ее там на тот или иной участок, допустим, того иного субботника и провести там работу. Но мы немножко по-другому стараемся, опять-таки, да, на это нужно больше времени уделять. Опять-таки, это видео, фото, материалы. Это о том, что если ты именно завтра пойдешь с нами, какую лично ты можешь принести пользу. То есть человек уже осознанно понимает. Непринудительно. Непринудительно, да. Человек уже осознанно понимает и понимает, что... То есть мы уходим от такого школьного формата, как субботники, да. Хочешь ты, не хочешь, ты должен пойти и убрать. Мы немножко от этого отходим и призываем уже как-то так, что молодежь, чтобы сама проявляла желание, да, я хочу поехать на эту акцию, да, я хочу действительно потрудиться и принести там от себя, чтобы была какая-то польза нашей республики. Это один момент. Второй момент, мы опять-таки как комитет по делам молодежи и в прошлом, и в этом году могли, в принципе, сейчас в этом уже более активнее начали в этом направлении работать. Прошлый год у нас больше был уделен, более такое внимание было по социальному проектированию грантов, опять-таки та же победа на Машуке, то, что было в 2017 году, свои результаты дало. Но в этом году у нас немножко уже уклон как-то добровольческий. И с Магомедом Бабхоевым мы вместе, два комитета, понимаем, два руководителя этого комитета республики, мы прекрасно понимаем, можно обойтись так, организовать себе добровольческие, волонтерские отряды там, в количестве, образно говоря, там, 200 человек, их, в принципе, хватает, чтобы эти 200 человек участвовали во всех, допустим, тех или иных мероприятиях, которые проводятся в республике, в плане как субботники, экологические акции. Это постоянно одни и те же будут? Да, можно так обойтись. Но мы немножко другой подход делаем. Мы пытаемся максимально охватить побольше молодежи, и многие нам задают вопрос, а зачем вам 500, а зачем вам 800, а зачем вам 1000 добровольцев? Вот что вы с ними собираетесь сделать? Мир переворачивать? 1000 человек? Зачем? На самом деле подход другой. Подход таков, значит, никогда человек не поймет, как жалко рубить дерево, если он его не посадит и не вырастет.
Никогда он этого не поймет. Никогда человек не будет понимать, насколько плохо сорить, если он один раз не станет и за кем-то таким подобным не уберет этот мусор. Лишь только вот такой подход у нас в основном. То есть мы набираем 1000 добровольцев, волонтеров, активистов нашей республики, молодежь в целом. Мы не то, что, как многие говорят, да, вы там бесплатно работаете. Да нет. Сегодня одна часть молодежи, завтра другая часть молодежи. То есть наша задача охватить максимально больше молодежи республики в таких мероприятиях. Пусть он хотя бы в год один раз с нами поприсутствует и поймет, что убирать это не сорить, рубить это не сажать. То есть как бы так. В целом мы уверены, что именно таким подходом мы добьемся сознательного отношения нашей подрастающей молодежи к бережному отношению нашей природе, нашей республики. В целом чистоте это обязанности не только как жителя Российской Федерации и нашей республики. Это опять-таки обязанность, как и мусульманина, относиться бережно к той территории, на которой он живет, и беречь природу. Мне вот что интересно. Вот, допустим, вы приходите в школу, и каким образом вы завлекаете добровольцев, чтобы их не заставлять куда-то идти на субботник, а чтобы они захотели участвовать? Ну, на самом деле легко. Потому что мы, проводя какие-то субботники, опять-таки мы отходим от формата школ. Ну, в принципе, в основном это и СУЗы, вузы, да и вообще в целом госучреждения. Мы стараемся отходить от этого. То есть как? Вот Эко-горы была акция последняя в 2017 году, которую мы проводили совместно с комитетом экологии с Магомедом Бабхоевым. Что было в этой акции? В этой акции, значит, мы не просто позвали молодежь, дабы убрать, почистить территорию. То есть у нас там один часть времени, там, скажем, мы делаем субботник активно. Человек там более 200, кажется, было тот день на этой акции, точно не помню. То есть мы полдня, допустим, убираем все территории. Оставшиеся полдня – это наша пропаганда, так скажем, наших правильных национальных танцев. Это может быть какой-то старик, который будет рассказывать молодежи о правильных обычаях, как должен себя увести мужчина к отношению к женщине, к девушке. Ну, в целом, такие вот приятные рассказы вообще о прошлом, о нашем этикете, о настоящем. Я динул эзил лук, вот как это раньше было красиво, да. И, приятное спаление. Да, то есть у нас потом обязательно это большой казан плова. Без этого никак. Плов – это наша традиция. В любых каких-то общественных мероприятиях молодежи мы обязательно это делаем. То есть, соответственно, чай, природа. Последний раз у нас мы проводили такую акцию. После субботника мы устроили конкурс. За лучший танец кинжал парню, за лучший танец девушки – это серебряный браслет. Вот, и было очень круто, очень много молодых ребят прям сражались за этот кинжал, так скажем, да, и действительно было забавно. То есть итого, после какого-то такого субботника, приезжая молодой парень домой, он не говорит «алелый макиадванусу», вот, я не хочу больше туда идти, потому что я весь грязный, уставший, никаких позитивных, совсем другие эмоции. Да, позитивных эмоций, да, то есть он понимает, что он убирался целый день, ну и все. А здесь он и убирался, и познакомился, и много других ребят, и развлекательные мероприятия, и познавательные моменты. То есть нужно разбавлять этим. Соответственно, этим самым мы и привлекаем молодежь, потому что мы к ним относимся не как там просто человеческий труд, да, вот сила есть, и давайте мы здесь уберем. А в рядах добровольцев со всей республики, ребята? Со всей республики у нас очень активно и развивались, и развиваются, и сейчас продолжают развиваться это молодежные советы. То есть во всех молодежных, точнее, во всех муниципалитетах, Малгобек, Карабулак, Сунжа, везде по республике у нас есть молодежные советы. Молодежные советы – это не студенты, как правило, это немножко ребята постарше. Вот, они сегодня активно ведут свою деятельность, может быть, не во всех, конечно, городах, районах, но в целом эти ребята очень активны, эти ребята имеют четкую свою гражданскую позицию, они понимают, что такое общественность в целом.
Соответственно, и мы, как комитет по делам молодежи, стараемся активно их поддерживать. Да, сам глава республики их очень активно на самом деле поддерживает. Очень часто о них говорит с позитивной точки зрения. Соответственно, имея такие общественные организации на местах, в каждых населенных пунктах городов района, нам, лично как комитету по делам молодежи, нам очень легко собрать сегодня молодежь со всех уголков нашей республики. В этом году у нас летом запланировано такое мероприятие, где все молодежные советы будем мы всех собирать. Мы не всегда получается встречаться лично мне, и да и вообще ребятам между собой всех собрать тяжело. Да, собираются председатели, замы, а сами члены молодежных советов как бы тяжело их собирать. Соответственно, в этом году у нас летом будет опять одна из эко-акций, эко-горы, где чисто будут участвовать только молодежные советы, а это больше 250 на сегодняшний день. По последним спискам, больше 250 молодежи со всей республики. То есть, благодаря этим молодежным советам у нас в республике будет акция, которой не было никогда. То есть, это молодежи реально со всей республики, со всех сел, населенных пунктов. То есть, вся молодежь, представители молодежи. Соответственно, такие акции приносят только баракат, как говорится, да, беркет, молодежь, шейл бозырды, шейл цанхаларды, шейл поддержкаларды, то есть это только польза. Музыка, полевая кухня и радость в глазах собравшихся – это вовсе не народные гуляния. В Зязиковюрт пришла зеленая весна. Экологический субботник собрал сотни добровольцев, которые за считанные минуты очистили территорию от сухой травы. Старейшины села, глядя на такую картину, не нарадуются. Под впечатлением от субботника старшее поколение вспоминает советское время, когда все также дружно выходили на уборку улиц. Местные жители, представители общественных организаций и даже сотрудники различных районных ведомств, сменив деловой стиль на рабочую униформу, взяв в руки щетки и грабли, вышли на улицы. У каждого из них одна цель – сделать отведенную ему территорию чище, не упустить даже самые засоренные уголки. Для этого участники акции разбились на небольшие группы. Работа в команде идет слаженно. Пока женщины занимаются покраской надземного газопровода, мужчины взялись за лопаты и высаживают деревья. А между тем все собираются на обед. Для участников организована полевая кухня, мясо, сваренное на костре да на свежем воздухе и домашние пирожки. По поводу мероприятий «Эколята дошколята», вот можно об этом подробнее? Значит, эколята дошколята у нас уже проходит в наших дошкольных образовательных организациях мероприятия. В прошлом году у нас был на базе Икаровского детского садика волшебная сказка, был большой республиканский семинар «Эколята дошколята». Мы уже это мероприятие проводим. И уже в этом году на районном этапе все сады проводили. В этом году уже будет другой сад определен. Так, что думает молодежь о работе ведомства, чьи представители сегодня присутствуют у нас в студии? Что касается представителей Комитета по делам молодежи и Комитета по экологии и природных ресурсов республики, как представитель молодежи могу сказать, что они выкладываются в полную силу, они работают с полной самоотдачей. На всех мероприятиях, которые проводятся на территории республики, они принимают активное участие, в том числе являются организаторами таких мероприятий. В том числе в прошлом году по году экологии было очень огромное количество мероприятий прошло на территории республики, в том числе и «Вода России», где принимали участие как муниципальные образования, так и органы исполнительной власти. Можно сказать, вся республика вышла на эту акцию и очистила берега рек на своих муниципальных образованиях. Вот, в общем, ваше ведомство в каких экологических акциях участвовало? В том числе «Вода России», как я и озвучил, мы тоже принимали в этом активное участие, очистили берега реки Назранка, в том числе и выложили данную информацию в сети. Вы как добровольцы принимали участие? Да, мы принимали и как общественная организация принимали в этом участие, и как органы исполнительной власти. Что касается очищения берегов, какие планы на этот год? На этот год, что касается водных объектов, опять-таки это просветительская работа, пропагандистская работа тоже будет продолжена.
целый ряд мероприятий у нас, в том числе и субботники, акции, и выставки, и конкурсы, целый ряд конкурсов по водной тематике тоже запланированы. Помимо этого, в рамках государственного надзора у нас работа продолжается по выявлению, ликвидации всех загрязнений водных объектов. И кроме всего этого у нас действует, реализуется федеральная целевая программа развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации. Вот эти вот все мероприятия, в том числе финансируемые с федерального бюджета. Вот в прошлом году то, что мы реализовали, это и пруд в городе Сунжи, экологическая реабилитация проведена, и строительство берегоукрепительных сооружений, и еще целый ряд мероприятий, в том числе и установление водоохранных зон. Вот это вот те мероприятия, которые финансируются из федерального бюджета. А вот эти вот акции «Вода России» и иные мероприятия, они предусмотрены как раз-таки, чтобы в дальнейшем не приходилось за счет федеральных средств или иных средств уже ликвидировать последствия негативного воздействия со стороны человека, граждан, там, предприятий, образований. А вот эта вся работа проводится как раз-таки на добровольных началах во всех субъектах, и у нас с каждым годом активность вот этой работы она увеличивается как раз за счет активности, роста активности молодежи и работе и комитета молодежи, за счет того, что удается вовлекать молодежь с каждым годом все больше и больше. В рамках надзора большой объем работы проводился и проводится. У нас практически большинство вот тех нарушений, которые ранее были выявлены, они ликвидированы уже. Мы знаем, вот в том числе и наша река Назранка. Там была страшная картина, конечно. Это до сотни этих источников загрязнения, выведенной канализации, одним словом. Они ликвидированы. Большая часть береговой зоны застроена была, завалена мусором, жителями, теми, которые вдоль этой реки проживают. Вот это вот практически 80% вот этого всего на сегодняшний день уже ликвидировано. И в этом году уже планируем совместно с администрацией города Назрани, Назрановского района эту работу завершить. И подобная работа также и проводилась, и запланирована на этот год по другим водным объектам, по рекам, прудам, иным водным объектам тоже это запланировано. Несмотря на выходной день и пасмурную погоду, жители Карабулака не сидят дома. Сотрудники государственных учреждений и жители города вышли на субботник. Первым участком для уборки был выбран городской пруд. Летом здесь собираются рыбаки и дети. Посещают эти места и гости города, которые после отдыха оставляют не самую приятную картину. Общегородской субботник объединил работников различных организаций и внес в их труд спортивный интерес. Участки поделили между трудовыми коллективами. Несмотря на то, что свалку перенесли, люди по-прежнему выкидывают мусор на этом участке. Не останавливает жителей и табличка, указывающая на запрет сброса мусора. Организаторы уверены, подобные мероприятия сделают город чистым и аккуратным и укрепят здоровье каждого, кто примет участие в субботнике. Скажите, а в чем заключается ваша деятельность? И совместно с Комитетом по делам экологии, и совместно с Комитетом по делам молодежи в рамках мы разработали проект, называется это «Школа ресайклинга». Это проект направлен на то, чтобы непосредственно сама молодежь могла увидеть эффект своих действий. Это очень важно, чтобы мы сиюминутно увидели, к чему пришло, наши действия привели к каким последствиям. И наш проект направлен на то, что человек может собрать пластик даже у себя дома, контейнером, принести в нашу мастерскую, непосредственно используя наше оборудование, разработать себе тот же планшетку, либо дневник, либо ежедневник, или тот или иной предмет обихода. Ваш проект уже запущен, да? Да, на данном этапе у нас мы долгое время не могли определиться, с каким материалом мы будем работать для контейнеров. В итоге мы определились именно, что это будет переработанный картон, и, соответственно, по нашему плану нам было нужно всего лишь поставить 150 контейнеров. Но из-за того, что мы удешевили саму тару, которая будет собираться, мы сможем поставить 1500. То есть это в 10 раз больше, чем необходимо. Хотелось бы сказать о том, что пару
О том, что сейчас то, что делается, это вот то, что субботники и экологические мероприятия, они, конечно же, несут большую пользу для общества. Но давайте же посмотрим, куда девается этот пластик дальше. К сожалению, если же на данном этапе не будет разработан мусороперерабатывающий завод, то получается, что мы из точки А, в того момента, где мы видим этот пластик или мусор, переносим в точку Б, соответственно, где этот пластик в дальнейшем существует. Если же податься в науку, то получается, пластик, он даже через 500 лет не исчезает. Он через 500 лет распадается только на более мелкие фракции. И, соответственно, эти более мелкие фракции по биологической цепочке попадают внутрь человека. То есть, соответственно, вот то, что сейчас будет запускаться сортировка мусора, тоже нужно сказать о том, что, допустим, если же каждый из нас не будет сортировать у себя дома этот мусор, то сортировочные центры, к сожалению, они, тот же картон. Допустим, человек социально ответственно соберет, допустим, 30 килограмм картона у себя дома, принесет. Если же человек, который не социально ответственно, забросит в этот контейнер, где собран этот пластик, хотя бы килограмм биологического мусора, то весь этот картон идет не годится на переработку. И, соответственно, вот основное направление, конечно же, это должно быть именно на экологическое воспитание и администратирование. Административные штрафы должны быть для граждан, которые несортированный мусор выбрасывают, как это делается, допустим, в тех же странах Европы. Идея по экологии, это, конечно же, нужно сказать спасибо Минобру и Комитету по делам экологии, которые непосредственно мы участвовали. Я просто недавно закончил школу и участвовал в ряде мероприятий, которые были организованы ими. Но мне просто было интересно, куда же потом этот пластик девается. И, соответственно, к сожалению, на мой ответ маршрут меня привел к санкционированной свалке. Соответственно, мы понимаем, что у нас территория очень маленькая, и, соответственно, каждый квадратный метр для нас является достаточно весомое значение имеет для нашего населения. И, соответственно, если же эти сортировочные центры не заработают, то, получается, мы просто возвращаемся обратно к тому же, что как плохая домохозяйка, просто прячем мусор из другого точки А в точку Б. Впервые в истории Северокавказского форума «Машук» в 2017 году Ингушетия заняла лидирующие места сразу по нескольким показателям. Талантливые и активные ребята убедили экспертов, что их проекты имеют право на существование. Адем Келиматов на форуме получил максимальные 240 баллов за свой проект «Школа ресайклинга». Проект направлен на решение экопроблемы – загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами. Согласно идее активиста, в локальных мастерских пластик измельчается, нагревается и производятся простые и практичные вещи, такие как светильник, парковая мебель, контейнеры для хранения и сортировки. Производство будет запущено в феврале, обещает автор, так что пора задуматься и о реализации продукции. К вышеуказанному хотелось бы добавить то, что сейчас начнутся весенние работы, то есть каждый в своем огороде будет копаться, заниматься всяким родом деятельности, то есть это имеется в виду к частному населению. Также хотелось бы, пользуясь случаем, призвать население нашей республики не поджигать листву, особенно в осенне-весенний период, когда он массово поджигается везде, и этот дым, который идет от него, он очень пагубно влияет на здоровье людей, как старческих, так и младшего возраста. В том числе туда попадают элементы и пластика, как говорилось чуть ранее. Это продукты распада этого вещества тоже очень сильно влияют на экологию, на воздух и легкие и так далее. В общем, любая часть тела организма человека может... А чем это опасно? Это, во-первых, сжигание мусора приводит к бронхиальной астме, может привести.
может привести к головным болям. Очень много сердечников у нас есть на территории республики, особенно старшего возраста, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Просто издревле сложилось так, что и у нас в республике, и в других регионах не придается этому никакого значения, просто-напросто поджигают и думают, что это как бы природный материал. В процессе распада, горения от этой листвы или там других элементов мусора. Куда обращаться в случае, если соседи без конца жгут свой мусор? По этой проблеме, если вдруг физические лица, в частности, там жители, соседи, совершают подобное правонарушение, есть возможность обратиться к участковому полномоченному полиции. Есть административные комиссии при муниципальных образованиях, муниципальные комиссии созданы, которые как раз уполномочены по этим вопросам. Управление Роспотребнадзора тоже в части своей компетенции этими вопросами занимается. К нам тоже могут обратиться, если какие-то подобные случаи происходят. Мы тоже уже эти обращения направляем в компетентные органы и в части своих полномочий тоже меры принимаем. И кроме того, мне хочется, пользуясь случаем, тоже обратиться к жителям республики. Вот есть такая проблема у нас. Эта проблема больше всего наблюдается в социальных сетях. Есть какое-то, совершается правонарушение или там иной какой-то вопрос, идет такое, вместо того, чтобы направить соответствующим образом оформленное обращение в надзорный орган, это выкладывается в интернет, это все раздувается. Вот, одним словом, если сказать, получается 10 человек, те, которые указывают пальцем, так сказать, на какой-то вот вопрос негативный, и только один находится, который либо выйдет на субботник, там, поможет исправить эту ситуацию, либо оформит обращение в компетентные органы. Да, в компетентный орган. Таким путем этот вопрос можно решить. А от того, что выложить его в сети и вот всеобще возмущаться, ну, это никого не красит, и проблема таким путем в большинстве случаев не решается, если только вот конкретный орган это не увидит, не заинтересуется. Вот такие моменты, независимо там от сферы, в том числе экология, там, образование, любое другое, негативные моменты ловятся, это все раскручивается. А если человек заинтересован решить эту проблему, он направит соответствующее обращение, либо в крайнем случае позвонит. Сегодня Республика Ингушетия, я считаю, вот органы государственной власти, они по вот открытости точно на первом месте среди всех субъектов. Для любого руководителя практически есть связь. Да. Хотелось бы попросить, чтобы таким путем поступали жители. Подобный случай был. Там по факту сброса канализации в Карбулаке, вот там власть бездействует, органы бездействуют, канализация сбрасывается, и из этого раздувается целая история. Мы объявили в соцсетях, что вот завтра в 14:00 все заинтересованные органы будут на месте, и обратившихся просьба принять участие, чтобы на месте показать, как это вот сброс идет от очистных сооружений, как это все функционирует, есть или нет сброс. Вот ни один человек не явился, хотя ажиотаж был очень сильный. Расскажите, на какой стадии строительства сортировочного центра? Вот как раз в соответствии с реформой в сфере обращения с отходами, чтобы создать как раз вот эту вот систему обращения с отходом, у нас в республике реализуется инвестиционный проект за счет частных инвестиций. Это строительство вот всей необходимой инфраструктуры для обращения с отходами. Туда входят и сортировочные линии, и полигоны по захоронению отходов. Первый полигон у нас уже зарегистрирован в городе Сунжа. И, соответственно, на стадии запуска сортировочный цех. В дальнейшем там будет целый комплекс по переработке отходов, в том числе сортировки вторичного сырья и дальнейшей ее переработки уже в какую-то продукцию. Второй полигон и сортировочный комплекс у нас в Малгобекском районе запланирован уже в этом году тоже
начнется строительство этого комплекса. А этим самым мы закроем вот всю потребность республики в утилизации этих отходов, а коммунальных запуск когда отходов. планируется их? Ну, полигон у нас уже функционирует. Буквально в течение месяца будет уже запуск, официальный запуск и сортировочной линии. Этим уже мы исключаем возможность захоронения вот тех элементов, которые негативно могут отразиться на окружающей среде. Это и тот же пластик, опасные отходы. Вот буквально несколько лет назад мы знаем, что у нас во всех селах были эти свалки несанкционированные, на которые бесконтрольно поступали и медицинские отходы, и животные отходы. Это просто такие вопросы, которые невозможно предсказать последствия. В любой момент может обернуться трагедией. Это и ртутные лампы, которые очень опасны. Вот этим мы такую возможность уже ликвидировали. И те несанкционированные свалки уже вот в первом полугодии окончательно по ним вопрос будет решен. Они все должны быть ликвидированы, оставшиеся. Спасибо, что пришли к нам в студию. Занимаетесь вы все хорошим делом. Я желаю вам всем удачи. А я с вами прощаюсь. Берегите себя и берегите природу.